Первые цветы у вечного огня в Сыктывкаре начали появляться еще рано утром. После тяжелой для всех ночи мир замер от ужаса и осознания произошедшего. Оставаться в стороне было нельзя. Весь день жители столицы Коми несли красные гвоздики и зажигали свечи в память о погибших. Многие приходили целыми семьями, подолгу стояли в тишине и плакали. Ни в чем не повинные люди погибают. Очень жаль. Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших с такой страшной трагедией. В такие минуты мы должны быть вместе, поддерживать друг друга и любить. Мы все едины, мы одна страна, за каждого мы переживаем. Главное держаться вместе, быть едиными, друг друга поддерживать. Собраться силами, пережить это. Кто пострадал, раненые, чтобы поправлялись, а родственникам, близким погибших пережить это. Не только Сыктывкар, но и Ухта, Воркута, Инта, Сосногорск. Стихийные мемориалы в память о жертвах страшного теракта в Крокусе появились во многих городах и районах Коми. Жители республики объединили общая скорбь и общее горе. Одно на всех. Сыктывдин очень отозвался на это трагическое событие. Люди идут, приносят игрушки, приносят цветы. Все переживают. У всех слезы на глазах. Погибли невинные люди, которые пришли отдохнуть после трудового дня. И это было ужасный расстрел мирных жителей. Это ни с чем нельзя сравнить. Но, пожалуй, самый большой мемориал в эти дни образовался у самого Крокуса. Жители и гости Москвы по несколько часов под дождем и в холоде стояли в очереди, чтобы лично возложить цветы и передать слова поддержки тем, чьи родные уже никогда не выйдут из того самого концертного зала. Почтить память погибших к месту ужасной трагедии приехал и глава Коми. Владимир Уйба возвращался из командировки в зоне специальной военной операции. Скорбит вся страна, скорбит республика. Великая скорбь заполняет наши сердца. И, конечно, мы снова и снова говорим слова поддержки тем, кто выжил. Глубочайшие слова соболезнования всем родным и близким. И Царствие Небесное всем погибшим в этом ужасном теракте. Вечером на уцелевшей от огня части здания в подмосковном Красногорске появилась проекция «Журавлей». Балладу об этих белых птицах когда-то исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, где произошел теракт. Вчера вечером песня-молитва звучала уже в память о жертвах трагедии, о надежде и бессмертии, которые обретают погибшие, если о них помнят. Россия точно уже никогда не забудет. Белые журавли пролетели над всей страной. Ксения Лосева, Елена Красильникова, Олег Юшков, Артем Соколов, телеканал Ю.